Что вы считаете, что мусульмане в России это самая притесняемая... Самая бесправная часть населения. Потому что любой арестованный мусульманин мгновенно, достаточно какому-нибудь подонку в погонах сказать, что этот человек подозревается в терроризме, все правозащитники, большая часть, кроме Мемориала, кроме Людмилы Михайловны Алексеевой и кроме Светланы Ганушкиной, все сразу говорят, ну все понятно, это террористы. То есть достаточно было сказать, это то же самое, как сказать про евреев в 20-е годы, что это большевик, это коммунист. Всем сразу становилось все понятно. Ну, конечно же, в России же власть жидо-большевиков считали фашисты в Европе. Поэтому я считаю, что сегодня защита мусульман и прав мусульман, это защита русского народа и защита Конституции. Сколько выходцев с северокавказских республик? Не только Северного Кавказа. Сколько из сейчас Татарстана, сидит из Поволжья. Ну, у меня нету сейчас точных данных, безусловно, я не готовился к статистической точности в этом вопросе, но речь идет... Ну, это главная тема вашей жизни, вы об этом говорите. Это не главная тема моей жизни, это ваш вопрос. Главная тема моей жизни это совсем другое. Это что? Ну, это я вам потом расскажу. Главная тема моей жизни... Главная тема моей жизни... Ну, Максим Шевченко, сразу первое, что приходит в голову, это защита мусульман. Главная тема моей жизни это строительство в России свободного, народного, демократического государства, в котором люди всех вероисповеданий, всех национальностей будут иметь равные права, и которые будут служить в интересах народа, а не в интересах капитала, в интересах олигархии и криминальных силовиков, которых вы, Ксения, защищаете. Я их не защищаю. Ну вы же за Тинькова вступили сейчас из-за его коррупционной связи с Петровской. Я вступилась за миллионы русских людей, которые унижены, которых пытают, которых незаконно осуждают. И вот вместо того, чтобы говорить об этих людях, вы вступаетесь за, безусловно, вопрос. Вы за Дмитрия Демушкина вступались? Акт несправедливости, извините, но достаточно мелкий по сравнению с тем, что происходит в российских Вы считаете, тюрьмах, что например? пытки Расула Кудаева, пытки начальских узников это мелкие? Вы не знаете, о чем я говорю. С которыми я передал в руки президенту письмо с просьбой о помиловании Расула Кудаева, где полностью все изложено. До этого, к сожалению, за годы ситуация с вашими я понимаю, что Тиньков вас попросил. Что Тиньков... Да не просил, слушайте, я с Олегом Тиньковым вообще не общаюсь. Серьезно? И он так вот, на встрече с президентом я говорил о пытках и о преследованиях мусульман. Может, вы глухая и не слышали этой второй части моего выступления? Максим, а почему вы не слышите то, что я вам говорю? Вот смотрите, вот давайте, во-первых, без оскорблений. Не оскорбляйте тогда меня тоже, Ксения, потому что я вам говорю, что на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным я говорил, в рамках 1,5 минут, которые у меня были, о пытках не надо говорить, мусульман. что я защищаю Олега Тинькова. Я защищаю интересы тех людей, которые унижены и оскорблены в России. И как же вы защищаете их интересы? В скольких тюрьмах вы побывали лично? Еще раз. В скольких тюрьмах вы побывали? Сколько тюрем вы посетили? Давайте так, Максим. Ксения, это вопрос. Сколько тюрем вы лично посетили? Вы считаете, для того, чтобы защищать и говорить на эту тему, сколько тюрем вы посетили? Как журналист? Я как журналист буду обязательно делать и это вопрос, тоже, но я своей работой сегодня... Вы посетили 0 тюрем. Вы ничего про это вообще не знаете. А я посетил десятки тюрем. Во-первых, я была. Да какие же? Назовите их. Ну, я была в Крестах, я точно была. И что? В Крестах? Что вы делали в Крестах? Кого вы там посещали в Крестах? У меня там точно не друзья олигархов, скажем так. Вы на свидании были с кем-то? На разрешенном средстве? Да, я был как правозащитник, я был как журналист. Да. Я встречался с теми людьми, которые рассказывают о пытках и Кутов. За всех, мне все равно. Ко мне кто обращается, за тех я заступаюсь. Но я вам отвечаю на ваш вопрос. Да, я считаю, что сегодня мусульманин, находящийся под следствием, гораздо менее защищен в своих правах, чем любой другой человек. Гораздо менее. Потому что на мусульманах делают себе погоны, звания, карьеру, фальсифицируют документы. Знаете, какая классический набор экстремиста на Кавказе, например? Журналисты так сидят, Магомед Магомедов в Дагестане, там и так далее. Вот когда у человека, выходящего из мечети, в одном кармане у десятков людей находят пакетик со спайсом, а в другом гранату. Вот это у всех почему-то, это находит не только у мусульман, это находит, нет, как вы знаете ли, в основном только у мусульман. Русских людей. Не знаю, я о таком не помню, но вот в основном только у мусульман. А вы знаете, например, о судьбе брата журналиста известного Ильи Жигулева?
которому вот Всего ровно... не помню. Ну вот и ровно, Ксения, я вам расскажу, вот ровно таким же образом ему, вот как вы рассказываете, подкинули наркотики, он не мусульманин, он никакого отношения не имел к выходу из мечети. И также ему подкинули наркотики и ровно... Я считаю, что у нас с вами есть общая позиция для демократической борьбы в этом вопросе. И я вам благодарен за то, что вы поднимаете эти вопросы, так же как... Надеюсь, вы не будете меня осуждать за то, что я защищаю граждан России, допустим, исламского вероисповедания. Нет, мне просто интересно, смотрите, я же, опять же, это не вопрос осуждения, я рада, что у нас есть возможность с вами поговорить напрямую, это вопрос дискуссии. Мне правда интересно, почему... Нет, абсолютно нет, мне просто интересно. Потому что я занимаюсь, много лет занимаюсь Кавказом, более 20 лет занимаюсь Кавказом, еще с советского времени занимаюсь и исламским миром. Мне кажется, это крайне интересным, что вы в нашей стране считаете, что главной проблемой является притеснение мусульман. Когда огромное количество людей скажет вам на это наоборот, что посмотрите, что происходит. У нас проблема ровно в другом, в исламизации, в том, что люди из золотых стечкинов стреляют в воздух на свадьбах, в том, что мы видим беспредел, который происходит. Вы ездили нырять в бассейне в Грозный, в Кадырово, поэтому про золотые Стечкины, это скорее вы расскажите нам, понимаете? Это ваше отношение с Рамзаном Кадыровым в начале 2000-х. У меня таких отношений не было. Я ездила туда как журналист, Максим, так же, как и вы. Это была очень храбрая поездка, еще шла война, поэтому лично для меня это скорее плюс, что вы, не побоявшись войны и террора... Ну, а тогда о каких бассейнах вы говорите? Никаких бассейнов там не было. Ну, там что-то говорили, какие-то бассейны, открытия. Что-то говорили? Мы что, на программе «Пусть говорят»? Это вопрос. Это неправда. Все отлично, вы дали ответ на вопрос. Ни в каких бассейнах там не плавала и ездила туда, тоже нам можете рассказать немало, я так думаю, про золотые Стечкины. Нет, все-таки ответьте на вопрос. Вы же понимаете, о чем я говорю, что, опять же, если честно. Я повторю еще раз. Про какие золотые Стечкины меня спрашивают. Я никогда в жизни не видел. Но вы как бабки с Первого канала. Вы когда слышите какое-то одно слово, вы к нему цепляетесь, уже не можете сфокусироваться ни о чем другом. Если я к вашим словам не буду цепляться, тогда я сделаю вывод, что вы просто бредите. Давайте попробую еще раз. Я не цепляюсь только к бреду. Вы бредите, Ксения? Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Еще раз его задам. Вы правда считаете, Максим Леонардович, что вот те люди, которые стреляют в воздух на свадьбах из автоматов, которые ездят в городе Москве на золоченых Поршах, вот это вот самые притесняемые люди в России? Нет. Эти люди не самые притесняемые, они вообще не притесняемые. Эти люди во многом являются частью системы угнетения и притеснения. Я